Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Чему пришло время? Что именно сейчас начнет происходить и меняться в вашей жизни. Случайности не случайны. Если вы увидели и открыли это видео, здесь точно будет послание для вас. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Чему пришло время? Время пришло удивляться. Удивляться тем событиям, которые буквально у вас стоят на пороге. Событий будет несколько, и все они очень и очень неожиданные. Для начала вот показывают черепаху, а вернее черепаху, которая везет на себе некого человека. Буквально не сегодня, а завтра, послезавтра этот человек будет на вашем пороге. Увидев этого человека, вы глазам своим не поверите. Вы скажете, что? Это ты? Какими судьбами? Ведь тебя уже никто не ждал. Да, такое у вас удивление, такой шок у вас от появления этого человека. Видно, человек давно вам что-то обещал, либо давно к вам собирался. Но так произошло исторически, да, что вот никак не мог добраться до вас. А тут на тебе, без предупреждения на вашем пороге. Я скажу, что это событие хорошее, несмотря на то, что у вас будет шок, удивление, ступор, но событие хорошее. Человек вам что-то везет. Это может быть что-то конкретное, материальное. И также это может быть некая ценная информация, суперценная, которая вам откроет некие желанные двери, скажем так. Дальше. Второе событие. Видите, вот человек стоит и приглашает вас на свой остров. Да? На острове стоит и приглашает вас на свой остров. Это событие, наверное, связано с личной жизнью, либо с тем, что некий человек начнет за вами очень активно ухаживать. Кстати, у кого-то еще это событие может быть связано с устройством на работу, да? Потому что человек стоит на своей земле, на своем крепком острове, и вас приглашают туда ступить. Тут вы тоже растеряетесь. И растеряетесь очень сильно. Кстати, если вы уже в паре, в союзе, в браке, то, возможно, ваш партнер, либо ваша партнерша, опять же, смотря кто меня смотрит, мужчина, либо женщина, может предложить вам некий переезд, либо отъезд, может быть, даже иммиграцию. Да, так и скажет: пошли со мной, будем жить в другой земле, да, в другом месте. Если за вами будут ухаживать, то ухаживать за вами будет действительно достойный человек. Вот прям достойный. Возможно, этот человек давно вам нравился, но как бы дальше, чем симпатия, дело не заходило. Ну а если дело касается работы, тут самые смелые мечты ваши исполнятся. Потому что и работа будет хорошей, и, получается, работодатель в вас очень сильно заинтересован. И такая многообещающая перспектива на этой работе. Вот, так что, мои дорогие, события просто сияющее, да, освещает вашу дальнейшую жизнь. Смотрите, ваше дело, конечно, согласиться либо отказаться, но судя по тому, как расположен этот рисунок, то, конечно, лучше согласиться, не отказываться, да, от такого предложения. Еще вот здесь показывают ангела, который вам руками открывает глаза на то, что вы сами не видели и даже в ту сторону не смотрели. Какое-то необычное событие приведет к прозрению. Прозрение. Вы скажете: Господи, да как такое могло быть?
Это же у меня тут рядом, за спиной, либо под боком, либо под ногами. А я вот хожу и не вижу, и даже не замечаю. Да? Ангел прям глаза откроет. Кстати, здесь показан некий дивный цветок, который буквально вот-вот и зацветет. Да? Что-то важное, мега важное, что вы могли в суете жизни, в рутине жизни пропустить. Но ваш ангел скажет: нет, нет, я постараюсь, я глаза ему либо ей открою. Этот момент, он заслуживает внимания. Будете удивляться какому-то событию, либо какой-то ситуации, которую вот прям напрочь не замечали. Вот искали где-то там далеко, выглядывали, высматривали. А то, что у вас, грубо говоря, под носом творилось, вообще не замечали. Но цветок — это хорошо, это очень хорошо. Следующее событие. Здесь вот змея шкуру меняет. Линька, да, у змеи. Змея меняет шкуру. Знаете, я так скажу. Здесь некие перемены в характере либо в поведении человека. То есть, возможно, человек вел себя как змея, ядовитый, холодный, токсичный, да, и вечно там старался придушить вас. А теперь человек меняет шкуру, и новая шкура, она не темная, например, а светлая. Да? Либо вообще человек преображается, был змеей, стал ящерицей, да, мудрость приобрел, знания приобрел. Если честно, будете смотреть с недоверием и искать подвох. Ну, я так скажу, да, такое иногда бывает. Люди могут меняться. И меняться вот как изнутри получается. Да? У человека меняется сознание, у человека меняется характер, повадки, настроение, отношения, восприятие. Да? Вот, приблизительно с этой змеей то же самое происходит. Она вот линяет не только внешне, но и как будто бы изнутри. И вообще мне идет, что она даже как-то преображается, и это уже не змея будет, это будет что-то другое. У него лапки есть, у нее лапки есть. У змеи лапок нет, как мы с вами знаем. Да? Это что-то вот прям интересное происходит. Очень интересно. И еще эта змея была в форме пятерки. Пятерка — это конфликты, это неприятности, неприязнь, победа любой ценой, пойти по головам, там, нож в спину, да, вот такие негативные моменты. А теперь эта змея показана в цифре 3. Тройка — это, наоборот, содружество, сплоченность, помощь, выручка, взаимодействие, общение, товарищество. Да? Вот как-то так мне идет. Интересные, конечно, метаморфозы и преображения, но вы не готовы поверить. Да? Вы уже научены горьким опытом, вы не готовы так просто поверить. Поэтому для вас это будет мега удивительно. И с подозрением будете смотреть все-таки, да, наблюдать будете за этой змеей. Сразу точно не поверите. Так, и еще одно событие, но это событие, оно связано с внешним миром, с внешними обстоятельствами. К вам оно имеет лишь косвенное значение, но влияние от этого события точно распространится на вас. Событие, сразу хочу сказать, не очень хорошее, ну прям конкретно нехорошее, но оно не с вами происходит. От этого события на вас лишь только влияние идет. А влияние, кстати, будет хорошим. Вот вопреки, да, событие нехорошее, но на вас ложится влияние хорошее. Плюс я вижу, что благодаря этому негативному событию для вас, ну вот как нечто откроется. Нечто, что было под таким вот огромным амбарным замком, да еще и на такой огромной цепи висело. Видите, вот замок и цепь. Вот открывается, да, влияние, как волна от события идет, бьет в этот замок и цепь. Замок открывается, цепь падает, все, заходи. Да? Ты можешь туда войти, ты можешь туда попасть. Вот не было бы счастья, да несчастье помогло, другими словами. Что за событие, где, как, почему, не могу сказать. Ну, возможно, и вы до конца не все будете знать, да? Вы только лишь на себе ощутите это влияние, да? Но оно для вас будет очень теплым и положительным. Дальше, мои хорошие, показываю чайник. И чайник, который на стол ставят. Ну, видно, чай будут разливать, да? Будут чаем угощать. Чайник вообще очень семейный знак. И, возможно, соберется семья. Да? Вот там кто-то переругался. Но вопреки тому, что произошло, все равно люди соберутся. Да? Будет какой-то повод. А еще у кого-то возможность увидеть родственников, либо побывать в кругу семьи.
И также, если вас в некую семью не принимали, либо вы там были нежеланным гостем, гостей, там, персоной нон-грата, то этот запрет, он упадет. И то есть те, кто не хотел вас видеть, наоборот, вас будут приглашать и буквально вот садить за стол и угощать вас вкусным чаем. Вот такое неожиданное событие, но вполне себе приятное. Если есть какие-то обиды, то самое время оставить эти обиды и переключиться на новый лад. Поверьте, к вам люди открыты, сердца открыты. Ну и вы свое сердце тоже, пожалуйста, откройте, хоть на чуть-чуть. Да? От вас точно не убудет, и вы точно не пожалеете. И еще я вижу, что у вас какой-то предмет появится. Предмет, который вам помогать будет. Может, это смартфон, может быть, это ноутбук, там, не знаю, планшет, калькулятор, либо какой-то домашний помощник. Что-то, что вам необходимо, у вас его нет, либо оно у вас есть, но оно так себе через раз работает, да, 7-8. Вот новое появится. Вещь прям берегите. Берегите, потому что из-за этого предмета, из-за этой вещи я вижу, что прям неприкрытая зависть возникнет. Да? И человек, движимый завистью, может предпринять какие-то негативные меры, допустим, там, попытаться сломать, скинуть, испортить, либо даже украсть, у кого-то отыграется. Поэтому вещь нужно беречь. Если будете бережно относиться, будете ухаживать, будете осторожно пользоваться, то вещь дельная, хорошая, прослужит вам очень-очень долго. И очень много благих событий благодаря этой вещи произойдет. Может, вы сами себе купите, может быть, вам кто-то подарит, но вижу, что вещь очень хорошая. Еще здесь показывают какого-то спрута, с кем вам придется бороться. Спрут большой и страшный, но не такой сильный, каким кажется. Вы сначала почему-то как-то испугаетесь, либо зажметесь, а потом, как поймете, что, да, большой и страшный, но силы в нем нет, да, либо я тертый калач, просто так не сдамся, да. Я вижу, что вы все вот эти щупальца этого спрута как будто бы, поотрубаете, либо поотрываете, либо там, косичку завяжете. И это будет славная победа. Об этой победе очень много людей будут говорить. И еще вижу, что ваша самооценка растет после этого. Да? Вы понимаете, что а я ведь могу, да? Зачем мне бояться? Я и так могу, и сяк могу. Да я вообще сильный человек. Что происходит? Даже вот как-то плечи у вас расправятся, мне идет, да? Вот осанка выровняется. И да, люди начнут на вас по-другому смотреть. Я вижу больше заискивания, вижу больше уважения, почета в вашу сторону. Хорошее событие. Смотрите, этот спрут, это может быть как и человек, какой-то конкретный человек, который вот там всех стращает, там манипулирует, там стравливает людей, там негативно водит. Так и, например, какая-то ситуация, опасная ситуация. Но вы с ней справитесь. Как только поймете, что бояться нечего, либо что у страха глаза велики, да, страх мешает, вы очень быстро справитесь. Дальше показывают букву Е. Если это инициал чьего-то имени, то вы прям за ручки держитесь и кружитесь по кругу. Вас и этого человека что-то очень хорошее ждет. Да? Это может быть и мужчина, и женщина, это может быть и имя, и фамилия на букву Е. Если никакого человека на букву Е нет, да, может, это полное, кстати, имя. Вот я сейчас подумала, какие могут быть имена на букву Е. Там, да, Егор, например, да, Елена, да, наверное, полное имя. Если никакого человека нет, то здесь явно какое-то тройное достижение, либо тройной результат у вас будет. И это вскружит вам голову. В принципе, имеете право. Да? Не так-то часто у людей там за один день, либо там за несколько часов тройной результат приходит, да? Тройные достижения идут. Да? Редкое, уникальное, но сильное событие, которое очень положительно на вас повлияет. Дальше. Вот здесь показывают волка. Волк на коротких лапах, я так понимаю. Да, потому что вроде как и морда большая, и уши, и хвост, и тело длинное. А лапы какие-то прям совсем короткие. Коротколапый волк, коротконогий волк. Не волк, не волк. И я не я, и шапка не моя.
Вы знаете, как бы волк далеко не бегал, либо не хотел убежать, вот как говорят, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. И этот волк на таких коротких лапах убежать все равно не сможет. Далеко не убежит. Надолго его не хватит. Возможно, некий человек грозится, что он куда-то там уйдет, уедет, сбежит в конце концов. Но это всего лишь угрозы. Да? Угрозы. Никуда не денется. Этот волк, он считает себя таким вольным, свободным, хочу, там, делаю. А на самом деле от судьбы лапы короткие даны, да, по жизни лапы короткие даны. На таких лапах, я же говорю, не убежишь далеко. И второй момент. Этот волк, он на цепи сидит. Но он эту цепь как будто бы не видит и не чувствует. А конец этой цепи, либо этого поводка, он у вас в руках. Вернее, даже не в руках, а под ногой, как будто бы, да, вот вы ногой наступили и держите. То есть, что бы этот человек ни говорил, как бы там ни хорохорился, все равно никуда не денется. Все, не денется. Там сразу два ограничения. Поводок, цепь, да, и еще и лапы супер короткие. Бежать будет долго, устанет, и окажется, что и несколько шагов не прошел. Привязан. К вам этот человек привязан, да, на поводке, и плюс сама судьба дала ему только лишь короткие лапы. Вот. А как мы знаем, волка ноги кормят. А с такими ногами не сильно наешься. Да? В общем, как-то завязан, привязан к вам этот человек. Слова пустые, намерения пустые. Может, человек сам верит в то, что он куда-то уйдет, уедет. Но нет, такого не будет. Так, еще. С кем-то вы начнете переписываться, либо как-то будете решать вопрос в интернете. Тут еще может быть обучение в интернете у кого-то, курсы какие-то пройти, либо знания обрести, навык, может быть, там, квалификацию подтвердить. Может, экзамены какие-то будете сдавать. Вот идет мне, что именно переписка, да, вот люди обмениваются текстовыми этими файлами, да, посланиями. С вашей стороны птицы мелкие вылетают, но в вашу сторону такие огромные птицы летят. Очень сильные, мощные. И прям как постоянный какой-то поток идет. Поток в вашу сторону. Если это решение какой-то проблемы, какой-то сложной ситуации, то с вашей стороны там практически и делать ничего не нужно. Да, как-то вот легко вам это дастся. Легче, чем вы могли бы себе подумать, представить. Либо легче, чем другим людям, которые были в подобной ситуации. Вообще, как будто бы это все для вас. Да? Вот не успели вы прийти, а тут уже вопрос решается полным ходом, там все выстраивается в какие-то алгоритмы, а вы так командуете, да? Хочу это, хочу то, либо в таком виде, в этом виде. Если это обучение, то будет большой объем информации вам дан, но от вас практически ничего не потребуется, кроме углубленного чтения этого, усвоения, да, чтения, усвоения этого материала. То есть там экзамены сдавать то же самое, легко будет, да, потому что все, что нужно, вам будет дано. Так, еще. Здесь какой-то памятник поставлен будет. Памятник. Энергия погоста. На погосте будет стоять памятник. Я не знаю, для кого это информация, но, возможно, для вас это важно. Почему-то четко показали, да, кладбище, памятник будет стоять. Люди туда будут приходить, у памятника стоять. Может быть, вы переживаете, что давно не были на могилках у родственников, либо кого-то не успели проводить в последний путь. Может, еще что-то, да. Памятник, погост, и люди стоят. Стоят, как будто бы вспоминают, да, поминают, как-то так мне идет. Грустная, конечно, картинка, но что вышло, то вышло. Дальше, мои хорошие. Вот здесь, на большой рыбе, люди плавают. Но люди разные. Человек повыше, человек потолще и кто-то вообще маленький, худенький. 3 человека на одной большой рыбе плавают. А рыба, кстати, на кита похожа. Либо касатка какая-то, но не дельфин точно, потому что слишком крупная. И еще вижу кого-то, кто в воде. Да, в воде. И я так понимаю, что в воде это вы.
вас, скорее всего, возьмут в какую-то организацию, группу, в сообщество, да, где люди, разные люди, да, хорошо зарабатывают. Либо вы войдете в этот клуб тех, кто хорошо зарабатывает. Пока вы плаваете в воде, вы, скорее всего, ищете, рассматриваете разные варианты, либо вы настраиваете бизнес, либо вы изучаете там какие-то моменты, да, вы плаваете, но плаваете уже рядом с этим китом, и вас туда возьмут. Этот кит, он не кусается, он на себе людей возит. То есть речь все-таки идет про какие-то большие деньги, большие доходы. И судя по этой компании, которая на ките, да, любой человек может попасть в этот закрытый клуб. А вы уже рядом находитесь. То есть еще чуть-чуть, и вас тоже кит будет катать. Вы присоединитесь к определенным людям. Так, вот здесь выходит какая-то маленькая собачка. Щенок, может быть. Ну, может, и не щенок, просто собачка небольшая. И подкова в зубах у нее. Подкова. Либо вам нужно довериться другу подруге, и все удачно произойдет. Либо ваш друг, либо подруга скоро большую удачу в жизнь получит. А если вы будете рядом, и вам тоже достанется, да, какое-то везение, удача. Ну, либо друг, подруга щедро поделится. У кого-то вообще идет информация о том, что вам нужно в дом взять собаку. Возьмете собаку, и удача в дом придет. Но опять же, если вы не любите животных, но хотите любой ценой удачу получить, брать собаку не надо. Не надо, потому что собаку нужно любить. Да, любое животное нужно любить. И, ну, чтобы вы понимали, что небеса очень сильно наказывают людей, которые плохо обращаются с животными. Неважно, домашнее, дикое животное. Вот ни с кем нельзя плохо обращаться. Да, потому что животные — это наши братья меньшие. У них так же, как и у нас, есть душа, сердце, разум. Да? Они также любят, они также страдают. Поэтому, если вы любите животных, тогда да, возьмете в дом. И опять же, мне кажется, что это будет не какая-то там выбранная вами собака, а, например, может, это будет щенок, которого вы найдете на улице, либо собачка там с травмой, которую вы возьмете и вылечите, и будет вам настоящим верным другом. В общем, с появлением, да, животного удача войдет в ваш дом. Но идти специально покупать собаку, да, не стоит, если вы их не любите и не планируете, да, либо не можете по какой-то причине достойный уход предоставить. Но опять же, у человека могут быть деньги, но у человека нет времени, чтобы заниматься этой собакой, гулять, да, вот, водить на груминг. Это все тоже нужно учитывать. То есть кому-то придет так удача, кому-то по-другому придет. Ну вот такая информация вышла. Так, еще месяц. Новолуние, скорее всего. Когда новая луна взойдет, у вас руки развяжутся, и ноги развяжутся, и волосы расплетутся. Момент освобождения, свободы. Может, есть какая-то проблема, может, есть какая-то тяжелая ситуация, может, даже болеете вы чем-то, да? А болезнь как будто бы вяжет по рукам и по ногам. Либо есть ситуация очень сложная, из которой невозможно выйти, и вы чувствуете себя в состоянии жертвы. Новая луна, когда взойдет, ситуация начнет как-то резко меняться, как будто бы резко решаться. Либо что-то выяснится, что-то решится, определится. И судя по волосам, рукам и ногам, вы точно почувствуете себя не жертвой, но свободным человеком. Человек, который сам выбирает, куда идти, что делать, и прекрасно себя чувствует. В самом центре у вас образ некого солнца, а на нем звезда. Причем звезда пятиконечная. Солнце и звезда. Ну что, взойдет ваше солнце. Мечта ваша исполнится, желание ваше исполнится. Здесь, как, знаете, говорят, что хорошие дни у вас впереди. Чтобы по судьбе, чтобы солнце взошло, и чтобы звезда на солнце опустилась. А еще вот идет информация для тех, кто хотел бы, не знаю, прославиться, стать популярным человеком. Вот тут и солнце, и звезда как раз-таки про это говорят. Да, что будете солнцем, и мечта ваша по звезде исполнится.
Если вы мечтаете, чтобы кто-то увидел, оценил ваши способности, ваш талант, либо научиться владеть своими способностями, талантом, все это будет. Обязательно будет. Солнце взойдет, звезда проявится. Если сейчас в жизни все очень плохо и кажется, что все, дальше уже пустота и ничего не будет, вы очень сильно ошибаетесь, потому что вы сейчас в предрассветной темноте, да, а перед рассветом самое темное время суток, а солнце взойдет и мечта точно исполнится. Кстати, у кого-то это солнце связано с личной жизнью, счастливыми днями, с зачатием, с беременностью. И вот, в принципе, вот все, что мечтали, хотели, и оно не исполнялось, вот, пожалуйста, оно у вас впереди, и оно по линии судьбы, оно вам по судьбе идет. Вот как ни крути. И да, чем меньше веришь, тем больше получишь. Да, потому что явно есть люди, которые говорят, да, рассказы. Нет, я читаю знаки, я не рассказываю, я просто читаю знаки. Вы эти знаки сами прекрасно видите. Вот какой дивный мир. Сегодня у меня была чашечка кофейная, и там прямо за образом человека стоял аист, как проводник пути. Здесь в песке, в венце тоже аист вышел. Видите, вот его клюв, голова, длинная шея и крупное тело. Аист стоит. У вас тоже аист. Возможно, вы смотрите и мои кофейные чашечки, и песок смотрите, и вам как в подтверждение, да, либо будущее, оно такое для вас. За вами становится аист, либо аист покровительствует вам именно в этот период жизни для того, чтобы вы наконец-таки все в своей жизни изменили, чтобы вы сделали удачный переход из прошлого в будущее. Аист — перелетная птица, аист — выносливая птица, его интуиция ведет, да, потому что они летят без радара, без компаса, без навигации, да, когда у них вот миграция начинается. Также аист очень выносливый, потому что летит он и в бурю, и в дождь, и в грозу, и в снег, да, он летит. Он летит туда, где хорошо, в теплые края. И птица эта сама по себе, она очень семейная, она связана с родством, с духовностью, проводник в мир света, тепла, добра и светлой силы, и, конечно, за деторождение отвечает. Вот этот аист у вас прям по линии судьбы. С этим аистом вам точно бояться не стоит. Вот идет мне ощущение перехода. Многие из вас сейчас вот вступили в этот переход, а многие готовятся вступить в переход, в переходный период, да? Период между циклами жизни. Это самое неспокойное и страшное время. Но оно, к счастью, да, длится недолго. Но нужно прям, знаете, держаться и не плашать, да, быть уверенным, что все хорошо закончится. Аист — это очень мощно. Здесь у вас еще показывают мужчину, который как будто бы ракету делает. Да, это ракета. Не знаю, слепил он ее, либо собрал ее. Мужчина, я так понимаю, в космос собрался этот мужчина. Ему, кстати, к звездам путь давно уже открыт. По какой-то причине он очень долго ковырялся с этой ракетой. Я так скажу, если полетит, то полетит, видите, только лишь с вами. Только лишь с вами, не один он полетит. А в ракете достаточно места. Если говорить в прямом смысле слова, да, возможно, у мужчины будет какой-то карьерный рост, достижения, там, успехи в бизнесе. И все это он будет делить с вами. Да? Возможно, вы действительно помогали, там, подсказывали, что куда, какие детали ставить, да, и без вас бы вообще этот полет не состоялся. Возможно, вы этому мужчине удачу всю жизнь приносили, да, и благодаря этому он и ракету смог построить, и в космос полетит к звездам. Да, успех — это успех однозначно. Стать успешным, быть успешным — это по судьбе. С правой стороны, за спиной аиста, получается, свеча горит. И горит она очень ярко. От нее не только свет идет, но и тепло. Прям, да, растекается тепло. Свеча. Во-первых, свеча — это очень сильный оберег. Во-вторых, темные силы огонь свечи не переносят. Они его боятся, они от него убегают.
И в-третьих, возможно, вам действительно не хватает подсказок, не хватает маячков, но с такой свечой вы точно поймете, куда идти, куда двигаться, и страшно вам не будет. Это какое-то, как знаете, обещание высших сил, что мы рядом, мы тебя бережем, мы тебя храним, мы тебе помогаем, да, и ты пройдешь, когда надо и куда надо. А время пришло идти, да, поэтому свечу вам зажгли, что вот оно твое время, просто бери и иди. Вот тебе ориентир, да, по нему и иди. И вам не будет страшно, прям совсем не будет страшно. Наоборот, вам будет очень-очень сильно интересно. Даже если вы по жизни такой человек осторожный, то в этот раз вы сами себя не будете узнавать, потому что от страха ничего не останется. Появится какой-то невероятный интерес, который очень сложно будет удовлетворить. Да? Чем дальше, тем интереснее мне идет. Хорошие знаки у вас. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.